Эх, ежики, ежики, есть иголки, ножики, а за эти ножики срок дают большой. Андрюха, ты тут-то? И я тут-то! Пивко открыл, погнали, и Андрюха сразу. Сразу Андрюха. Как дела, брат? Приветствую, Матвей. Ничего, Приветствую. потихоньку. 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 Ты всегда потихоньку. Я могу сказать, я твой фанат, блин. Ты такой... Да ладно. Нет, серьезно говорю тебе. Не как стример, не общаемся как стример с стримером. Просто фанат твой как человек. Просто нравится мне как человек. Знаешь почему? Хобби одинаково у нас. Не братцы почти одинаковые. Да, есть такое. Как дела у тебя? Как Все? Да ничего, потихоньку сидим, потеем. Сидим, подъем. А что, жара у вас? Ну, как жара? Ну, час, вот прям вот час, вот считаю, у нас 10:30. 24. Днем 27-28. Тепло, хорошо. Хорошо, Мне это кажется, уже хорошие температурки вообще-то. Хорошие Да у вас уже осень наступает, так что... Да, запасай. знаешь, раньше в это время уже как бы в курточках ходили, в толстовочках. В этом году, климат смещается на месяц, и что дальше. Да и у нас, знаешь, у нас зима начиналась раньше, у нас, зима, наша зима. Начиналась раньше, это было всегда где-то в конце декабря уже начиналась зима. А сейчас уже, ты знаешь, в январе у нас такие температуры бывают иногда-то, бывают, я не говорю, что постоянно, но бывают температуры 35-36 в январе. Как-то зима у нас короче стала, где-то, скажем, в конце января начинается зима и заканчивается где-то в конце марта. И потом опять начинается это лето наше. Ну, Такие видишь, дела. как бы с одной стороны это хорошо. У нас в этом году снег был 2 раза. Первый раз таял, второй раз что-то там надуло где-то там. Его и не было, считай. Раньше, Да и как у вас вспомнишь, уже я на зима. лопате висел. Знаешь, сколько, блин, я месяца 2 я лопату из рук не выпускал. Я там такие сугробы нагортал во дворе. А сейчас по барабану. Ну ты в Белгороде имеешь в виду, да? Да, Белгород. Ну ты сам из Я Иркутска. родился в Якутии. Якутии. Блин, Якутия, Иркутск это далеко или? Да. Далеко очень. Ну, Якутия это наверху, там, понимаешь, там, где вся Европа поместится, еще и место для Японии останется. Якутия имеешь в виду. Ну, да. Ну, полюс Якутия холода. это север. Аймекон, Верхоянск. Это самое холодное местечко. Они сейчас спорят с Таботом и с Верхоянском спорят. А Иркутск, какой климат в Иркутске? Ну, помягче, но это ж Сибирь. Хотя, Якутия тоже часть Сибири. Тут как бы это все такое. Не Ну, вот смотри. Младшие классы у нас не учились, когда было минус 54. Старшие классы не учились, когда было минус 57. Ё-моё. Минус 57. Да. Это пописать на улице было невозможно. Замерзает в воздухе. Можно, но не рекомендовалось. 57, блин. А если и придется посрать, Андрюха, ты подумай на улице, в детских годах, идешь в школу. И А ты думаешь, туалеты где были? Я родился в бараке, прожил до 5 лет. Туалет Да? был на улице, по канату. Когда пурга. И там посрать быстренько получается, да? Вообще, Спеши. знаешь, ты знаешь, что такое туалет по-якутски? Не знаю. Ну сейчас начнется! Тулуп на себя напялил. У тебя должно быть 2 палки, 2 шеста. Ну, такие 1,50 м, 1,70 м. Да. Выходишь, распинываешь снег. Один шест тыкаешь сзади себя. Снимаешь луп, вешаешь, чтобы задницу не дуло. Садишься. А вторым шестом от волков отмахиваешься, чтобы не сожрали. Вот не медведи, блин, а волки. Не, медведи зимой, ты что, не дай бог шатун будет, не дай бог.
А кофе как держишь? Левой рукой или кофе? Да пока какой там кофе? Занес уже это, блин, лед будет. Ты что, какой кофе? Ты не прикалывайся. Кофе, а сигарету еще скажи. По-быренькому. Сталактиты отбил и попер дальше, блин. А если Илюха, нужно привет. повторить это движение, ну, скажем, 3-4 раза утром? Ой, иди нафиг. Не, лучше разом уже собраться. Все как грузовик поднял и все, высыпал и все, и пошел. Да, скинул и побежал. Ясно, братишка. Знаешь, и смех, и грех. Ну, как вспоминаешь, окно, подоконник, и сразу земля начинается. Бараки вмерзали в мерзлоту. Но вот подоконник, это за окном это земля. И видишь только, как ноги чьи-то бегают по улице. Вода привозная в бак, внутри бак стоит. Привозят воду, вода воск сливает, сколько надо, берешь, ведрами носишь. Ну, счастливо жилось, или? Да, дружно. Потом переехали в аэропорт, там уже квартира была двухкомнатная, там уже, конечно, и туалет внутри, и ванна. Ой, тебя Цивилизация. да, я тебе говорю. Метро. Есть, знаешь, есть что вспомнить. Зато те, кто жил на севере в те времена, ничем не напугаешь. Подумаешь, туалет на улице. И что такого? Но все-таки мне, знаешь, я все еще смотрю. Да, есть люди, которые все еще у них туалет на дворе, да. А я в этом не вижу ничего плохого. Ничего плохого не вижу. А вот смотри, я тебе объясню. Ленивыми стали. У нас все удобства. Ну, как были раньше телевизоры, нужно встать, нажать на кнопку на телевизор, ну, и у нас в Испании так было, нажать на кнопку, не было этих... А Смотри. сейчас все... Пультом дистанционного управления у меня потом стал младший брат. Я его гонял, чтобы он каналы переключал. Да есть такое. А стали ленивыми уже, блин. Стали ленивыми. А люди все еще живут, я думаю, что они правильные. Смотри, подожди. Вот у нас сейчас очень хорошо, ну, развивает частный сектор, как бы дают и землю в аренду, стройся там и все. С чего начинается любая стройка? Частного дома. Ну, основу, дырку нужно сначала. С туалета. Правильно. Туалет. А вот смотри, допустим, вот у меня друг, у него дом, беседка отличная, прудик выкопан, да? Вот мы там отмечаем в беседке, что-то празднуем. Ну, приспичило тебе по-маленькому в туалет. Ты ж не пойдешь в дом. Вот это разуваться, да, вот это все. Да. Раз у него там на заднем дворике стоит маленький домик такой, с сердечком, знаешь, на дверочке. Пошел по-быренькому, чик, закрыл, там руки пришел, ополоснул и все. Андрюха, а ты делал, ну, художественное произведение в снегу, рисовал? Конечно. Да, это же было любимое занятие. Сердечко там дальше нафигачить. А потом говорят, желтый снежок, блин. Это первое правило это горнолыжников. Никогда не есть желтый снег. Не есть желтый снег. Да. Как у вас в Белгороде? Потихоньку. Прилеты? Есть, да? Ребята работают, ПВО работают. Но не успевают все-таки все, да? Да. Нормально. Успевают. Ну, что-то все равно, понимаешь, что-то сбили, что-то все равно, осколки упадут куда-то. Да. Как смотришь на все это в Курске, Андрюха? Мне кажется, это был билет в один конец. Мне кажется, что выдали. дают уже задний. Знаешь, я просто, знаешь, вот у меня было такое подозрение, что уже, знаешь, как-то некоторая часть войск с их стороны начала возмущаться. И чтобы они не подняли ружья, не развернули в другую сторону, в сторону Киева, их тупо кинули на убой. И все. Да, Ну, это, понимаешь, ну это глупо, это не поддается логике. Продовольствие не подвезут, боеприпасы не подвезут, на что вы рассчитывали? Ну, на что вы рассчитывали, по большому счету? Они сейчас ходят, там пятерочку грабят, бедные. Они от хорошей же жизни они полезли в пятерочку, правильно? Да. Они от хорошей жизни. Есть такое, Индирочка, обнимаю, родная, обнимаю.
Индира Ты же Дагьяр. понимаешь, почему я сказал бедные? Потому что там же ж многие, которым эта война нафиг не нужна. Погнали как баранов под ружьями, под стволами, и все, куда ты денешься? Сами виноваты. Сами виноваты. Ну, знаешь, есть, допустим, некоторые, допустим, Немного. заложники ситуации, поймали ТКЦшники, засунули и поехал. Саш Немец, привет, Ксюш, привет. То, что я вижу в рулетке, заслуживает большинство. Я не говорю, что они все такие. Ну, Есть. это ж не все. Это ж не все, Нет, понимаешь? вот это Рулетка хотел. это маленький процентик, да. Не все, но есть люди, которые все. Да, те, которые думают по-другому должны подниматься уже. Должны подниматься. Бояться, что это значит бояться? Что, всю жизнь... Буйных не хватает, понимаешь? Лидеров нету. Нету буйных. Да зачем? Но ты, человек нормально, если он боится, значит, он будет бояться всю жизнь. А что это за жизнь, если бояться или жить, боясь всю жизнь? Я не могу себе представить, как можно жить, боясь чего-нибудь, бояться. Так что лучше не бояться. Вот смотри, вот у меня вот, когда мы уехали с севера в 93-м году, ну, развал СССР, мне еще дали доучиться в школе, чтобы меня не дергать. Я закончил 11 класс, приехал в Белгород поступать, и хотел не на ту профессию, ну, это не важно. И вот сейчас многие соседи мои по северу, армяне, украинцы, ну, весь Советский Союз же был. Вот украинец, куда он уехал? Уехал в Харьков, да? Работал на севере, купил там домик, дачку, сидел вот это, выращивал клубничку, ему это нафиг не надо было. И они сейчас говорят, а мы ничего не можем сделать, куда я денусь? В Донецке также остались люди наши. А куда, говорят, я уеду? Заложники ситуации, все. Дети поразъехались, блин. И все. Заложники ситуации. Я опять все это не понимаю, потому что, знаешь, еще с 2014 года, когда был этот Майдан, знаешь, все думали, это далеко, это там, кто кого-то. И многие думали, да что это их не коснется. Все Понимаешь? виноваты, они все виноваты. И все. Нету народа, который не заслуживает свою судьбу. Виноваты все. Даже и те добрые, которые делали вид, что не замечали то, что происходило, что там убивали люди. Им было все это. Ну, знаешь, отчасти ты прав. Они платили там налог на войну, и никто об этом не думал. Когда начало... делать их тогда с соучастниками. Ну, а когда начало уже лететь по ним в ответку, они начали орать, а нас за что? Все. А сейчас уже страшно, да, ответка. Да. Ну, поэтому и говорю, все они виноваты. Все. Я не говорю, что они плохие, нет. Далеко не хочу сказать, есть там народ, который совсем нормальные люди, есть даже и появляются все чаще и чаще в рулетке. Да. Даже, я не знаю, приметил ли ты, что есть уже люди, которые просто и не боятся сказать, зная того, что ты на стриме, не боятся сказать то, что они думают. Но это было нужно раньше сделать. Раньше. Ну, тут, знаешь, тут так это все, это так шатко валко. Да, сложно. А все, знаешь, с одной стороны смотреть на все это очень сложно, а с другой стороны очень просто. Очень просто. Если ты подумай в мире, знаешь, вот вчера с супругой разговаривали, и мы часто разговариваем на такие темы, и через камеру разговариваю с супругой, подумай, блин, стримы, потому что я на даче, она дома. И ты подумай, в мире, ну, люди недовольны чем? Недовольны, ё-моё. Прилет был, да? Что-то не знаю, может на суперзвук перешел самолет, хрен его знает. О, пошло работа, слышь? Но это сейчас ПВО работает, или? Хрен его знает. Что-то сбили, наверное. А Я от неожиданности аж пригнулся, блин. Да. А как можешь понять, сбили или попало где-то? Определяешь по звуку или? Не, ну понимаешь, когда шелестит, это уходы. Наши уходят. А, ясно. А это что-то сбили, походу. Ксюша, читаю я, Ксюш, не переживай, читаю. Блин, понеслась сюда, Петроград. Вот так и живем.
Самое главное, что... Да это еще позитивно. слабенько, это так, знаешь. Это еще слабо. Меня бахнуло один раз так, что окно вот так вот нахер открылось. Рядом где-то, да? Да, ну не рядом, оно ж волна идет же, ударная волна, она ж. Хочется, чтобы все это закончилось. Ну, как меня вот когда прилетело 30 декабря на площадь, у нас осколками тут соседнее здание посекло нафиг. Да. Без жертв, правда, слава богу. Ну там были жертвы в центре, там были жертвы. А тут посекло, стекла летели так, что мама не горюй. Ну, осколки. Да, я в Белгороде живу, ребят. Так что вот так вот. Андрюха, обнимаю, брат. Я на выходных был на рыбалке. Хотел поснимать озеро, снимаю, так вот ракета взлетает. Прям видно, что уходит из посадки, понял? Но не стал выставлять, чтобы я локацию, ребят, чтобы, не дай бог, кто что вычислят. Ну, Да, нахрена это правильно, надо. правильно, правильно. Ну, так красиво ушла, потом, слушай, да бабах где-то там, смотрю, ну, что-то сбили, может, БПЛА или хрен его знает. Поехали на рыбалку, и там эта сирена работает, да ёкарный бабай. Палка. Мешает сделать уху. Людмила Полозова. Мартин, пусть таежник уйдет в укрытие. Да нет, он таежник. Людмила, не уйдет он в укрытие. Да и так и должно быть. Так или иначе. Да на всех укрытий не хватит. Ну и что? Ну если прилетит, то и укрытие разворотит, блин. Ну господи. Делов-то там укрытие, не укрытие. Блин. Какое укрытие? Кому суждено утонуть, тут не повесится, знаешь. Как бы я вот так считаю. Вот правильное слово. И все. И все. Так что. Бегай, Да, бегай, бегай. Страж ветра, мы все. Так и должно быть. Так и должно быть. Бояться не надо, бояться. Не надо бояться. Умирать так или иначе, это на 100% придет этот момент. В жизни не можем сказать, буду богатым, не буду богатым, или буду известным, не буду известным. Но знаем одно, на 100%. Все умираем. Так что, умирать так и... Ну, чтобы... Я боюсь умирать в мучениях, ну, чтобы... А иначе умирать не боюсь. Не боюсь. Умирать так или иначе придется. Ты задумывался? Это неизбежно. Да. А ты задумывался над этим? А может быть? Да ты подумай, вот возьми, ну, берем каких-то, ну, больших, ну, скажем, Ломоносов в те времена. Учился, это был просто ученый. И я не могу поверить, что все эти знания, ты подумай, сколько он знаний накоптил в свою голову. Все эти знания, это не умирает с ним. Когда он умирает, этот Ломоносов, как будто, я думаю, что есть что-то. Невозможно. Знаешь, что... мне кажется, мироздание это как чаша весов. Где-то убыло, где-то прибыло. Оно всегда более-менее в равновесии. Понимаешь? Да. Где-то уходит гений, где-то рождается очередной. Главное, чтобы он раскрылся. Да. Андрюха, обнял, брат. Пойду дальше искать этих гребаных. И придет время выпить пивка с тобой, обязательно выпьем. Без вопросов, без вопросов. Только обнимаю подписчикам, всем привет. Мира добра. Если что.